Сегодня на 8-м уже этапе социально-благотворительной акции «Путь дому» к нам обратились 69 человек. Из них надо особо подчеркнуть, что все получили возможность пройти медицинское освидетельствование, получить медицинскую помощь. К сожалению, ряд, а именно 2 гражданина были в очень тяжелейшей ситуации, и поэтому во время акции была оказана скорая медицинская помощь, поэтому дальнейшую их судьбу мы будем дальше контролировать, каким образом будет оказываться медицинская помощь. Возраст участников он молодеет. Сегодня те, кто в возрасте были, достаточно их немного. И практически вот 80-го года, даже есть 97-го, 98-го годов рождения, девушки, женщины молодые, которые находятся в очень такой, знаете, серьезной, трудной ситуации. Веру в себя не потеряли, но тем не менее пришли к нам на акцию. То есть это свидетельствует о том, что у них есть в душе некая надежда на лучшую свою жизнь. Результаты, конечно, настораживают. Мы выявляем и социально значимые заболевания. Это ВИЧ у нас идет, гепатит Б, С и у нас сифилис идет, да. И у многих мы берем дополнительную кровь на дальнейшее обследование. И, в общем-то, число с положительными анализами нас, не может не беспокоить, и не настораживать. Настораживает. В этом году. На настоящее время мы используем экспресс-тесты комбинированные, мультискрининг. На 4 инфекции сразу одновременно они могут выявлять и ВИЧ-инфекцию, гепатит Б, гепатит С и сифилис. Уже можно сказать, что у данного человека гепатит С, подозрение. 2 идет полоска. Если фокус навести, то видно. И у нас все время высокоточные тесты, тест полоски, и практически они, в общем-то, других фирм мы используем для арбитража, на сифилис, и у нас все анализы подтверждают. Гемоконтактные, они все заразны, если в бытовых условиях они не заразны. Например, чем опасен, например, сифилис, он в бытовых условиях может быть заразен. А эти остальные, в общем-то, в бытовых условиях, что ВИЧ, что гепатит Б, что гепатит С, они в бытовых условиях не опасны. Я хочу по поводу тест-полоски, если они положительные, то они подлежат дальнейшему серологическому обследованию. Да? Так просто по этому результату никто не ставит диагноз. Они проходят обследование. Как быть людям? В первую очередь от алкогольной зависимости избавиться надо. Все те, которые к нам подходят, они все на почве алкоголя. Все алкоголики, грубо говоря. Да? По этому поводу нужно вести борьбу против алкоголизма населения. Это самая главная причина, мне кажется.
только могу сказать о положительной стороне этой акции. Почему? Потому что мы вот сегодня, например, осмотрели 54 человека, из них 10 человек выявили, значит, изменения в легких. И хорошо, спасибо нашему руководству, нашей администрации, нашей ГБУ МПЦ фтизиатрию, которое пошло навстречу. Мы взяли у них анализы, провели им компьютерную томографию бесплатно. И мы выявили среди них один рецидив туберкулезного процесса и у двоих туберкулез легких. И сразу этих пациентов мы госпитализировали в наше отделение. Вот с этим нашим, как говорится, этой болезнью, с ковидом, мы не проводили. В течение, по-моему, 2 лет уже не проводили. И вот сегодня мы, в общем, рады, что у нас состоялась эта акция. И я считаю, что нужно, надо и дальше продолжать это доброе дело. Мы инициативно уже 8-й раз проводим акцию «Путь дома» с уполномоченным по правам человека Республики Саха-Якутия в целях выявления лиц, не состоящих у нас на профилактических учетах. Потому что вот ежегодно из мест лишения свободы по 1500 человек освобождаются, и они, как практика показывает, не доезжают до своих районов и остаются, обитаются в городе Якутске. И эти граждане на оперативную обстановку тоже влияют. Именно совершают преступления, правонарушения всякого рода. И в целях выявления таких лиц и дальнейшего формирования профилактического учета, чтобы в дальнейшем с ними провести профилактическую работу, вот ведется такая работа. Совместно с общественностью работа ведется. Нужно отметить, что вот на этом месяце, да, вот участковые уполномоченные полиции 3-го отдела полиции вот одного гражданина тоже доставили до района. Переговорили, нашли человека, переговорили с районной администрацией и совместно с ними вот человека обеспечили довести до дома. Дальше будем поддерживать и все планируем в августе месяце тоже проводить такую же акцию. В социально-благотворительной акции «Путь к дому» представители УФСИН всегда принимают активное участие, поскольку это социальная акция, да, направленная на оказание помощи гражданам, нуждающимся и попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе и освободившимся из мест лишения свободы. В 2020 году у нас освободилось порядка 800 осужденных, в первом квартале около 350 осужденных. И вот из общего количества освободившихся примерно 30% у нас убывает в город Якутск. То есть освобождается по избранному ими месту жительства. Перед предстоящим освобождением в УФСИН России по Республике Саха-Якутия также проводится работа. В учреждениях действуют школы подготовки к предстоящему освобождению. Осужденные получают профессию по специальностям, востребованным на рынке труда. Вот, допустим, за последний учебный год у нас получили специальность порядка 740 осужденных. Независимо от того, когда они попали в места лишения свободы, работа всегда проводилась и проводится. То есть вопросы возможного какого-то трудоустройства и так далее, да? Оформление социальных пенсий, оформление паспортов гражданина РФ. То есть у нас, вот, допустим, освобождение без документов, удостоверяющих личность, у нас не допускается. Это, возможно, единичные случаи, когда освобождаются, допустим, со сроками менее 2 месяцев.
А так все с документами, затем, значит, когда освобождаются, обеспечиваются проездами к месту, да, к избранному месту жительства и оплачивается единовременная денежная помощь. То есть вот подготовка обязательно проводится, и она ведется, велась, независимо от того, сколько отбывал, когда попал и так далее. Если статистику брать, да, у нас вот освободилось, вот, как я сказала, 30%, но бомжей из этого числа не было в прошлом году, да, и в этом году. Дело в том, что они избирают конкретное место жительства, им оплачивается проезд, а дальше уже они уже сами как-то, видимо, принимают такое решение, что, ну, как-то, может быть, по тем или иным причинам как-то ломаются и так далее, или не находят себя. В общем, тут все индивидуально. Это не обязательно то, что он освободился из мест лишения свободы, и он будет у нас ходить по городу. Мы провели тестирование, и, кстати, вот очень хорошо, что такая акция проходит. Она, вот видите, адресно оказывает помощь, да. Люди хотят обследоваться, да, получить медицинскую помощь, желают провести где-то время, ну, без определенного места жительства, они желают попасть вот в Терех и так далее, они наслышаны об этом. И, в общем, с удовольствием принимают участие. Насколько эффективная работа, да, по социализации, да, от этого же зависит и уровень рецидивной преступности, и в соответствии с этим безопасность в обществе, ну, у всех граждан в целом. Мы с 2019 года поддерживаем наши некоммерческие организации, коих их 3 на территории городского округа город Якутск. Ежегодно через народный бюджет оказываем им финансовую поддержку. И, конечно, они нам оказывают огромную помощь и огромную подоплеку по размещению этих товарищей, по оформлению документов. Бывает, что они направляют их в медицинские учреждения на лечение. Не без этого. Поэтому эти некоммерческие организации, они с нами до сих пор сотрудничают, мы их практически ежегодно поддерживаем. И, к счастью, на сегодняшний день есть не только поддержка окружной администрации, поддержка и президента Российской Федерации, и республиканская поддержка. Поэтому наши руководители некоммерческих организаций, они научились уже участвовать во всех проводимых конкурсах и получать посильную поддержку и от республики, и от Российской Федерации. С первой акции принимаем участие, то есть с 2018 года. В каждой акции пропустили мы только, получается, 20-й пандемийный год. Ну, вот акция наша возобновилась. Как мы видим по сегодняшнему дню, бездомных количество увеличилось. Они стали моложе, средний возраст. Для людей, те, кто хочет вернуться в нормальную жизнь, эта акция является первым этапом на этом пути. То есть они по желанию могут пойти и в государственное учреждение, дом временного пребывания Терех, либо распределиться в некоммерческую организацию, в том числе к нам, да, и в дальнейшем уже либо восстанавливать там документы, ну кому какая помощь нужна, это уже специалисты будут подключаться и работать с ними. Сопровождение будет индивидуальное. Есть такой момент, да, присутствует у определенного количества вот людей, которые обращаются за помощью, да, есть такая черта, ее, как бы она уже отслеживается, да, как иждивенчество можно было бы ее так назвать, то есть они уже с таким посылом идут, что им должны, обязаны заботиться государство, там, структуры всевозможные, некоммерческие организации в том числе и так далее.
То есть, ну, для того, чтобы пресекать как бы вот эти вот моменты, да, конечно, люди трудоспособного возраста, те, кто может трудиться по состоянию здоровья, их, как правило, конечно, желательно привлекать к трудотерапии, для того, чтобы человек понимал, что даром у нас ничего не достается, да, нужно зарабатывать. То есть мы сейчас, получается, получили поддержку фонда президентских грантов. Мы написали проект «Фонд президентских грантов». Называется он «Не лишние люди». Наш проект получил экспертную поддержку, и мы начали его реализовывать с 1 июля 2021 года. Вот идти он будет год, то есть до 1 июля 2022 года. И в рамках вот этого вот проекта мы в настоящей акции оказываем помощь бездомным людям. То есть восстанавливаем документы. Мы, получается, комплексно работаем со многими учреждениями, ведомствами и структурами. Желания у нас распределяются в СОНКО, то есть в организации некоммерческие. Там уже включаются в работу психологи, юристы, помогаем с трудоустройством и так далее. Подробную информацию можно будет вообще следить за нашим проектом на сайте и на нашей странице в соцсетях. Чем отличаются НКО от государственных вот служб, органов и так далее? Тем, что мы работаем, ну, как бы на земле, да, более приземленно, отрабатываем точечно, то есть у нас индивидуальное сопровождение. Из-за этого, может быть, оно, ну, более человечное лицо имеет, да, и как бы более эффективно. То есть не зря же на государственном уровне говорят о том, что в тандеме государства и некоммерческий сектор, ну, даст, конечно, лучшие результаты, чем если этим будет заниматься только государство. Обращение граждан, которые находятся без определенного места жительства, которые сегодня смогли получить реальную помощь, свидетельствуют о том, что все-таки нужен нам законопроект, который направлен на профилактику бродяжничества, попрошайничества на территории Республики Саха-Якутия. Данный закон, конечно, мог бы воедино собрать весь комплекс механизмов, которые мы вырабатываем уже вместе с коллегами, это с органами исполнительной власти, подведомственными учреждениями, федеральными территориальными структурами, органами местного самоуправления, с общественными организациями, тот механизм, который бы лег за основу разрабатываемого законопроекта. Тогда можно было уже действительно, как я неоднократно уже повторяла, и этот момент является важным, определение компетенции органа власти, который бы отвечал за результат. Уже следующий этап акции будет, это 9-й этап акции, будет проводиться 20 августа в городе Якутске напротив крытого рынка на территории кафе «Хатей» с 10 утра до 17:00. Если у вас имеются замечания, предложения по улучшению данной работы или по совершенствованию механизма оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, просим обращаться на телефон горячей линии 8 4112 507 363. Спасибо. Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия призывает неравнодушных жителей города Якутска принять активное участие в социально-благотворительной акции «Путь к дому» и направить свои предложения по решению важной социальной проблемы по реабилитации граждан без определенного места жительства, работы, ведущих асоциальный образ жизни и желающих вернуться к нормальной жизни. Ваши предложения принимаются на телефон-факс 507-363. Акция пройдет по адресу Федора Попова, 8/1, площадь перед кафе «Хатей».